Пройти срочную службу в армии – долг каждого гражданина, который достиг призывного возраста. Об этом жителям сразу 3 сельских поселений – Бердюрт, Чемульга и Аршты – напоминает глава администрации Сунжинского района Иса Татиев. Космические войска, Черноморский флот, то есть и военно-воздушные силы, сухопутные войска, элитные войска, Росгвардия, ЦАЖ, Мурманский, ЦАЖ, Подмосковье, Твери, Волгограде, Ростове, Дахове, Шумардац. Иса Татиев отмечает, без военного билета молодого человека не возьмут ни на одну государственную работу, и он не сможет построить карьеру. Родители должны осознавать, что армия делает ребят самостоятельными и открывает новые возможности, в том числе в военном направлении. Всего по стране вооруженные силы планируют набрать 147 тысяч человек от 18 до 27 лет. Председатель комитета солдатских отцов Ингушетии Руслан Сагов отмечает, отслужить должен каждый уважающий себя мужчина. Ростов, Гыргызстан, Служба в армии дает возможность самоопределиться, получить специальность. К примеру, после года службы можно стать опытным водителем, автослесарем, освоить радиоэлектронику, инженерное дело, основы геодезии и не только. Собравшиеся подчеркивают, что военнослужащих по призыву не будут направлять в зону СВО. Из кертона, латадья, штунахтона, правдами, неправдами, из хулвагетрах. Калхарвак ватсук, анги биографии юх. Армии хилват яхаш, совет адалдорш, суандак дуаш, коучерит эхран аводыш саксовру. Армии вахаватер из ал секция юхайтыш дуана, меттикиш доктор совет адалдорш. Контракт заключится в Шириазе халдона, то контракт подписаться дядона, то там ты воха моллох вулкадо, вала шисадала реза халмадона, там ты воха дегватиавш, век хакет лишхуч. Дахбезуй армия водыш бол сагдона, шишодакадона, шо то захатайон. Организаторы встречи выразили надежду, что собравшиеся жители сельских поселений донесут до молодых людей: служба в армии – важный этап в жизни каждого мужчины. Тем более, что сейчас для новобранцев и военнослужащих созданы самые лучшие условия. Агаматиги, нарядная кухня, Шимала должен армимчизм, дом отдыха маматигми. Итсаги, шибачоки, иткадвамят из толкала. Анзесек два, что динамиуш, что условилось. Айму сега халуш карты, шадаши диагден, трюнет шур, позвони маме. Год в армии не только возможность исполнить свой долг, освоить азы военной науки, но и построить военную карьеру. Весенняя призывная кампания завершится 15 июля. Первые отправки новобранцев в армию начнутся в мае. Зелимхан Калоев, Сулейм Костоев, Новости 24. Проект «Пушкинская карта», созданный в рамках нацпроекта «Культура», позволяет молодежи просвещаться и развлекаться, не расходуя деньги родителей. Средства идут из федерального бюджета. Организованные в стране мероприятия можно посещать бесплатно. О праздничном концерте «Сияние Нарки» репортаж Зелимхана Калоева. Талантливые артисты, восхищенные зрители, отличное настроение. Концерт в ДК Инарки проходит на веселой ноте. Для многих зрителей он, к тому же, стал бесплатным.
Ежегодно государство пополняет баланс всех карт на 5000 рублей. Тратить их можно только на культурный досуг, обналичить нельзя. В регионе пушкинскими картами уже пользуются более 17 тысяч человек. Пропуск в мир культуры — так называют пушкинскую карту, которая дает возможность бесплатно посещать концерты, фестивали, выставки, ходить в театры и музеи по всей стране. Получить ее можно на портале госуслуг или в приложении госуслуги.культура. У кого трудности с получением виртуальной карты, может оформить и взять ее в отделении Почта-банка. В числе зрителей сегодня в основном учащиеся 12-й школы Инарки. Концерт им понравился. Очень рада, что есть возможность увидеть своих любимых артистов, Раваева и многие-многие другие. Очень рада, что есть возможность даже бесплатно путешествовать по Пушкинской карте. В рамках реализации нацпроекта «Пушкинская карта» выражена забота нашего президента о культурном развитии молодежи. Дети немногословные, но эмоции можно прочитать по глазам. Пушкинская карта для них стала настоящим подарком. Отныне не нужно просить денег у родителей, чтобы сходить в кино, театр, концерт или на любое другое культурное мероприятие. Мы знаем, что из одной семьи отправить одного ребенка – это одно, а когда ты 2-3 ребенка за плату отправляешь, это, конечно, уже накладно. Поэтому в этом плане эта программа и эта пушкинская карта, которая дает возможность посещения культурных мероприятий, она очень удобна. Число обладателей карт в Ингушетии с каждым днем растет. В прошлом году региональное министерство культуры организовало в республике более 150 различных мероприятий, которые успели посетить более 12 тысяч человек. Пушкинская карта, можно сказать, это уникальная программа, которая была инициирована президентом нашей страны, и она реализуется с 2021 года по стране. У нас активно, вот можно сказать, в полном таком масштабе она начала реализовываться в прошлом году, с апреля месяца, поскольку до этого были, как вы знаете, ограничения у нас на проведение массовых мероприятий. И вот с этого периода все учреждения концертные, театральные, культурно-досуговые, кинотеатры, кинозалы, подключенные к этой программе, занимаются проведением мероприятий для школьников и молодежи с 14 до 22 лет. Работу в этом направлении планируют продолжить и дальше. Пушкинская карта позволяет ребятам окунуться в культуру и просвещаться прекрасным. Все это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура». Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Юсуп Ханиев. Новости 24.